Добрый день, уважаемые жюри и участники научно-практической конференции «Науки юноши питают», посвященная столетию образования Якутской ССР. Меня зовут Беляев Нергун, я ученик 10 класса Маянского лицея. Тема нашей работы — Вячеслав Владимирович, участник боевых действий Чеченской войны. Целью нашей исследовательской работы является изучение чеченского вооруженного конфликта через события жизни Соколова Вячеслава Владимировича. Задача — изучить информацию о Чеченской войне, проанализировать собранные материалы в статье «Воспоминания Соколова Вячеслава Владимировича», обобщить информацию и передать в школьные краеведческие музеи. В ходе исследовательской работы изучены следующие материалы: фотографии из семейного архива Соколова Вячеслава Владимировича, воспоминания, методы исследования данной работы, изучение статей, интервью. Объектом исследования является жизнь Соколова Вячеслава Владимировича. Ее практическая значимость и ценность является обогащение знаний о Чеченской войне через изучение достойной жизни одного из тысяч ее солдат. Результаты работы могут быть использоваться на классных часах. Материалы должны занять достойное место в школьном музее и использоваться в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Сам Вячеслав Владимирович родом из дальнего северного села на берегу Индигирки под названием Абый. Детство свое провел в деревне Арылах, что находится на берегу другой северной реки Колыма. Родители Вячеслава по трагической случайности ушли из жизни совсем молодыми, поэтому воспитанием маленького Вячеслава и занялись его родные бабушка с дедушкой. Дедушка Константин был профессиональным охотником, промысловиком. Во время Советского Союза был в числе тех, кто создал карту Верхнеколымского улуса. Вместе с дедом с раннего возраста стал ходить на охоту Вячеслав. Вячеслав наравне с дедом научился следовать традициям народа Саха. Эти знания и умения позже не раз ему пригодились в жизни. После окончания школы в 1995 году Вячеслав был призван в армию. По распределению попал в военную часть номером 7484 близ города Омска. Тогда в этой части готовили внутренние войска оперативного назначения. После полугода учебки Вячеслав получил звание сержанта и стал служить командиром отделения. В мае 1996 года был отправлен в командировку в Северный Кавказ, где был определен сводный оперативный батальон, в котором состоял Вячеслав, был прикреплен к 101-й Грузинской бригаде. Вячеслав был ротным снайпером. Данная бригада с начала первой кампании войны на Кавказе до конца всех военных действий была на защите мирных жителей разрушенного и разоренного города Грозный. Из города 101-я бригада вышла в 1997 году. За время службы в городе Грозный 101-я бригада на площади Минутка в городе Грозный отразила более 100 нападений банд формирований за первую кампанию. В мирное время Вячеслав является счастливым мужем, отцом и дедом. Вячеслав Владимирович — человек с активной жизненной позицией, постоянно участвует в общественной жизни своего села и улуса. Так, за плечами Вячеслава Владимировича участие и защита участие и звание абсолютного чемпиона в республиканском конкурсе «Отцов и сыновьями» Ага-Кюрага. Семья Вячеслава Владимировича занимается традиционным для народа Саха занятием разведением скота. Вячеслав Владимирович также работает над воссозданием заброшенных пашин. Супруга Татьяна Николаевна работает в Харанском детском саду воспитателем. У него есть 2 дочери, сын и внуки. Детей Вячеслав Владимирович воспитал достойно. Дочери Настя и Даша являются мастерами спорта. Сын Сокол недавно вернулся из армии. Выводы. Данная исследовательская работа является наиболее полным источником информации о Соколове Вячеславе Владимировиче. В нашей работе представлены фотографии, воспоминания участника Чеченской войны. Мы считаем нашу работу нужной, актуальной, потому что мы также пойдем служить в армию, и каждый должен знать примеры служения Родине. И работа будет передана в школьный и районный краеведческий музей, значит, ее будут читать все посещающие музеи и сайты, интересующиеся историей родного улуса. Результаты исследовательской работы могут использоваться на классных часах. Материалы Соколова Вячеслава Владимировича будут использоваться
в работе школьного музея для сохранения памяти об участниках Чеченской войны для современных и будущих поколений. Спасибо за внимание.